Итак, дорогие друзья, вот и настал чуть пораньше вышел в эфир. Надеюсь, слышно или не слышно. Звук есть, ребята, проверка. Звук есть. Звук, говорю, есть, слышно? Ну, нормально. Хорошо. Так, волнуюсь, ребята, не меньше вас. Попрошу не звонить. Буду звонить только я. 2 звонка, 2 выигрыша. Вот так вот. И у меня осталось раз, два, три. Так, 8 билетов. Пустить баночку. Ровно 20:00 начнем. И пока. Вот последние 8. Пока участников 51. Все. Принимать не буду. Минут 10 назад последний участник приобрел. Вот. Его номер записан. Напечатан. Сейчас баночку пустим этих билетов. Ну что, народу что-то не живенько, да? Или мы слишком рано? А, еще есть 15 минут. Ну, тогда спешить некуда. У меня тут термичка идет, я тоже его жду. Наверняка после термички начнем. Ну а пока пускай народ подтянется. Во всяком случае, те, которые приобрели билеты 51 человек должны быть у экранов. Вот. А мы начнем ровно 20:00. Ну вот, один раз покрутил. Баночка вот так. Между тем, в вчерашнем эфире прозвучал вопросик. Пишет один подписчик, спрашивает, вернее, почему, можно ли, не холодное ли это оружие, якутский нож. Вот. Ну вот, доказывая, что это не холодное оружие, не относится к холодному оружию, для этого выдается сертификат, который делается в Москве, не только в одном здании. Так, и там человек 6-7 важных, зрелого возраста в очках нажимает одну клавишу на кнопку в течение 1 секунды. Вот такие
довольно приятные люди занимаются этим. Сертификат дается раз в 2 года. Каждые 2 года мастер должен обновить, ну, соответственно, и заплатить за услугу. Это почему 2 года, а не 5? Потому что ну, у якутского ножа, в принципе, очень прямые, простые линии. А ножов, как известно, по всему миру разные. Если тот или иной мастер перешел на другой вид, или формы изменились и так далее, вот для этого и обновляется сертификат. То же самое могу сказать наш дружеский Казахстан. Я там побывал в 2014 году в Алмате на выставке Ару Алмата и заняли под брендом. В то время еще не было Союза кузнецов, в который в нынешнем час более 100 кузнецов входят в республике. И там мы пошли под одним названием, можно сказать, плакатом «Кузнецы Якутии». Среди нас был именитый мой уважаемый, горячо любимый учитель Сарыл Блюкин. Среди нас, вернее, был знаменитый и очень уважаемый, и очень-очень опытный из республики Саха, единственный пока гильджит, то есть делает булат официально, подтвержденный документально, Александр Данилов, мой очень хороший друг, знакомый, хороший друг, общаемся, держим связь. И среди нас был Роман Петров, преподаватель Намского колледжа, завоеватель, очень много в последнее время занимается, очень хороший ювелир, косторез, в последнее время занимается, лучшие места в мире получает по скульптуре по льду, по снегу. Нынче в этом году тоже, по-моему, если не ошибаюсь, в Таиланде или где-то там, короче, завоевали тоже и заняли очень хороший сертификат. И четвертым был я. В то время самый молодой, всеми интересующийся, тогда как, зеленый. Вот. Очень была хорошая выставка. Приглашают до сих пор. Позавчера пригласительное тоже пришло. Пожалуйста, примите участие. Ну вот так вот, своим друзьям, знакомым, которые живут в Казахстане, в планах есть еще раз посетить, ну, нынешним временам город Нур-Султан. Вот, в Алмате я уже был, а вот в Нур-Султане еще нет. Так что, если у меня будут намерения посетить выставку, пущай это будет Охотник Рыболов или Ару, без разницы, сообщу ребятам, ролик скинем, встретите мои друзья, знакомые. И очень хочется на гуся там пострелять. У нас зима быстро приходит. Ну вот, через день-другой у нас лето считается. Весна уже прошла. Как правило, ночью 21-го уже кукушка должна куковать тут. Знак, что лето пришло. Вот. И как только приходит, только согреваешься, разогреваешься, а потом уже его нету. Уже тут все в золоте.
листья падут, вместе с ним первый снег. Вот. И осенью очень сжато. Отопительный сезон готовимся, ремонт и так далее. Ну, ягоды, то все, суета. И это буквально за 3 недели, и все. Если успеешь, то успеешь. Если погода, одни дожди будут, капец. Ничего не успеешь. Зависимо очень сильно от природы. Вот поэтому осенью на гуся по сей день не ходил. Очень охота мне там сходить. На YouTube смотрю, гляжу, ребята там солидные, надо сказать, ребята. Стреляет так, стреляет не так. Ну, интересно побывать на другом конце света, как говорится, поохотиться. Интересно. Хотя у меня есть пару пригласительных. Мои пользователи, мои подписчики приглашают и Поволжье, и Самару, и Краснодарский край, и так далее. У меня, говорю, батарейка сядет скоро. Надеюсь, не сядет телефона. Ну так вот, столько. Ну, обычно я в день только столько землянику собираю. Ну, тут билетиков. Ну, за одну неделю неплохо. Ну вот. Дается такой сертификатик. Потом в Казахстан вернемся. Вот такой сертификатик. Фокус, не фокус. Покажи, не покажи, ё-моё. Ну, короче, тут до 2020 года. Вот. Тут на задней стороне, что не является подтвержденное 2 печатью. Вот. Нож разделочный, шкуросъемный. И изготовителя имя, адрес. Вот и все. И у каждого ножа я отправляю сертификатом. На днях мне пришло письмо, что я получил и не обнаружил сертификат. И я тут подумал, если ты видишь, слышишь, я не нарочно, с опозданием, наверняка засунул вне коробки. Если не было там коробки, то вне пакета. Просто вместе в последний момент, как говорится, вот вспомнил, да, положил сертификатик. Вот. Так что, если вы не бросили целлофановый пакетик почтовый, оно должно быть там. Оно должно быть там. Ну вот, осталось всего ничего. Сейчас термичку закончим. И у нас до старта 3 минуты. Участников смотрит только 16. Все знают, все ждут звонка, наверное. Низкий заряд батареи, говорит. Странно почему-то. Ну вот, в Казахстане мы были, и очень хорошая выставка была. В плане того, что все было ново, много друзей приобрели. Ну вот, насчет закупки, покупки, продажи совсем не было. Буквально 1-2 нож. Сейчас вернусь. Сейчас вернусь, ребята, сейчас.
Вот потом все свои изделия я там оставил у нового своего друга Амира. В течение буквально года все распродал он, а я оставил 10 ножей, по-моему. И самый подходящий, когда я очень нуждался в финансовом плане, он мне прислал, и тем самым он меня здорово выручил. Здорово выручил всю сумму. Я был очень рад. В то время я попал в ДТП, и у меня до сих пор тут есть железка, которую не могу никогда снять. Вот, сухожилия порваны вот отсюда, ну, поэтому мешает. В то время я был в таком в гипсе, не в гипсе, был, ходил, не мог работать, финансы не были. В тот момент Амир, мой дорогой, очень выручил. С тех пор я очень уважаю сам город, сам народ казахский, да и мы очень там провели отличное время, мастерами встретились, город мастеров съездили и так далее. И там в Казахстане мы хотели оставить ножи на продажу в магазинах, охот-магазинах. И у них совсем другое правило. За каждый ножик вставляют просто буриком буковки, циферки вставляют. Каждому ножу по отдельности. И это не входило в наши планы. Это буквально убивает, как говорится, наш якутский нож, бренд. Я, честно говоря, не очень люблю и другим советую. Будьте добры, напишите там поздравительные. Это, ребята, нож, сразу говорю, не открытка юбилейная. Это нож должен быть просто ножом. Это не мольберт, это искусство, ребят. Только из-за этого мы не оставили ножи, принципиально. Зачем губить наше искусство? Там вставляют на лезвие просто буковки, циферки. Вот. Ну вот в этом районе тут пишут какой-то мастер приходит каждый день, каждый нож по отдельности сертифицирует. А у них сертификат, по-моему, 7. В общем, там бюрократии нотариальных контор каждые 20 метров. Их очень много. Не знаю, что там они, сколько там, много там нотарируют, но очень много. Это нас удивило. На инстаграме засветился этот ножик. Ребята очень хотят, как и все вы. Этот лот пойдет вторым, а этот лот пойдет первым. Итак, начнем, нет? Начнем уже, 3 минуты прошло. Кто опоздал, тот опоздал. Представляю первый лот. Кожа, конский волос, кап березы светлым. Кованый дол, клеймо мастера. Сталь CPR. Длина лезвия 12,3. Первый лот разыграем. Все готовы? Волшебный крючочек. Руки мои. Всем удачи. Баночкой открываем, из кадра не выводим. Предупреждаю, билетик должен находиться внутри крючка. Не боком, не криво, еле-еле, а именно внутри. Вот тот и хозяин ножа. Вперед. Тут рыбачит, но рыбки тут не очень много. Крючочек у нас длинный.
Наверное, будем сократить или не сократить, но это надо было перед игрой. На переправе, как говорится, коней не меняют. Да, из меня плохой рыбак. Ну, никак не хочет, ребят. О! Видели? Вот так должен быть. Мы нашли первого хозяина, обладателя низа. Обладателя низа. Из кадра билетик не уходит. Читаем, как есть. Просто. Последняя цифра 6. 2-6. То есть 26. Перед двойкой тоже 6. У кого есть? 3. Последние 4 цифры 36, 26. Ни у кого? Что-то народ неактивный. 23. Ладно, все открываю. Итак, смотрим. 928 68 3 62 6. У меня тут зеркально показывает. Мимо. Ну ничего, сейчас знаем. Сейчас позвоним. Сейчас позвоним. Все, ребята, первый лот ушел. Сейчас позвоним. У нас настроение как, а? 28, 28. 28, 28. 8, 3. 6 до 6. Проверяем. 60, 8, 3. Угу. Надеюсь, Россия зовет. Алло. Здравствуйте. Здорово, Эдуард. Поздравляю. Алло. Эдуард, здрасте, спасибо. Третий раз участвую. Вообще даже не надеялся выиграть. Ну, прямо в восторге нахожусь. Красавчик. Как звать, величать? Николай меня звать. Откуда? Вам спасибо огромное. Откуда вы? С Ростовской области. Сколько билетов приобрели в этот раз? Ой, в этот раз 2 билета приобрел. До этого тоже участвовал, на 2000 брал, на 3000 брал. В этот раз 2 билета на 1000. Молодец, красавчик. Ну чё, все смотрим, все поздравляем. Первый лот твой. Завтра отправляю. Эдуард, надеюсь, и второй будет мой. Надейся, надейся. Надейся, надейся. Все надеются тут. 23 человека. Ладно, Да, пока. Хорошо, спасибо большое. Все, данные отправлю вам на WhatsApp. Все будет в лучшем виде. Молодец. До связи. Все, до свидания. Давайте, удачи. О, самое хорошее слово. Удачи. Удачи. Это ушел, красавчик. Уходит. Представляю последний красавчик в темном. Кожа коричневая, конский волос светлым. Вот. Кап березы темным. Вот такой рукоятью. Клеймо мастера кованый дол. И очень интересный кончик. Сталь CPR. Длина клинка 11 ровно.
Разыгрываем второй лот. Все готовы? Открываем банку. Ну, ловись, рыбка, большая или мала. Давайте сначала карты по новой. О, о. Да, повезло. Повезет и вам. Только одному, ребята, к сожалению. Ловись, рыбка, большая или мала. Ну, тут случайности, шансы, конечно, у всех равны. Как видите, все перемешивается. Специально так делаю, чтобы они не в один ряд. Ого. Да, крючочек надо покороче сделать. Ну, сделаем другой раз. Половил. О. Да, слишком много людей просят. Вот и идет неохотно. Кому идти, хозяина? Сейчас найдем. Терпение, друзья мои, терпение. Ну, столько билетов всего. Было бы столько, совсем было бы классно. Сразу вытаскивали бы со дна. А так баночка широкая, не гуляет. Если баночку поменьше сделать, да повыше, на одну половину, осталось бы побыстрее, но не интереснее. Ладно, пытаемся второй раз. Ого-го. Да, долго будем рыбачить, интересно. Ну что ты никому не хочешь. Это, ребята, не считается. Никто не вошел. Смотрите. Ну вот, упали. Сейчас. Ну вот это тоже. Смотрите. Не на крючке, а не внутри. Вот. Ну, поэтому не считается. Все хотят, понимаю. Но выберем только одного. И этот билетик. И это становится. Брюки превращаются. Брюки превращаются. Уголок. Да. Вот что бывает, когда билетов слишком мало. О! О! Мы все успокоились. Баночку закрываем. Убираем подальше. Вот так должно зайти. Но красавчик. Сейчас найдем и кто выясним. Кто обладатель второго красавчика? Последняя цифра 6. 2, блин. Наверняка к первому хозяину пойдет. 26. Блин, ну.
Везет так везет, а? Поздравляю еще раз. Если я не ошибся, это один и тот же билет. Это у меня впервые, ребята, такое. Да. Ну-ка, последний. 28, 68. Ну, точно он. Ну, звоним. Да нет, ребят, сами видели, вот он. Вот первый, а вот и второй. Алло, Эдуард. Вот. Здравствуйте. Ну что такое это? Объясните мне, пожалуйста. Выбросил. Обиделся, что ли, победитель? Странно. Бросил. Эдуард, еще раз здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Это ваш номер? Да, мой первый нож ко мне ушел. И как я и хотел, и второй уходит ко мне. Бывают чудеса все-таки на свете. Вы сколько билетов тут приобрели? 2 билета, я вам говорил, мы общались вот на первом ноже. В этот раз 2 билета всего приобрел. Давайте вспомним-ка, сколько раз участвуем. Что? Сколько раз участвуем? Участвую третий раз. Третий раз. Третий раз. Да. Да. Вообще, чудеса, сам не верю до сих пор, не могу в себя прийти. Фортуна. Ну, с тебя очень хороший ролик жду. Очень хороший ролик. На том... Ножами пользуюсь часто, так что подберу время, обязательно сниму ролик. Всё Вот. будет отлично. Пожалуйста, фамилия и имя еще раз. Маслов Николай, с Ростовской области. Ну вот, Колянич, поздравляю. Второй раз. Спасибо, Эдуард. В следующий раз покупайте столько, сколько хотите. Я теперь буду постоянно участвовать. Я думал, удача это не мое, но как сегодня оказалось, это все-таки не на моей улице праздник. Да. Красавчик. До связи, Маслов. Да. Все, давайте, удачи вам. До свидания. До свидания. Все. 2 ножа от Бердыка. Темным светлым. Кожа конский волос идет в Ростовскую область одному хозяину Николаю Маслову. Это моей практике впервые. Сами видели. Один билет ставил вот сюда, второй достал из баночки. Во везет. Действительно. Правду говорят, что если человек очень хочет чего-то, того и достигает. Вот и результат, ребята. Ну вот. Это у нас впервые такое. Ну ладно, ребята. Через месяц. 20 июня. У нас какое 20 июня? Июнь. Ты где? Июнь. Не, получается у нас 23 воскресенье или 16. Не то слово. Нам надо выбрать, ребята, время какое? 16 или 23? 23 вряд ли. Почему? Потому что у нас встреча лета, ИСЭХ, тудым-сюдым. Вот. Так что наверняка 16, наверное, тоже тудым-сюдым. Тоже ИСЭХ.
моей родной селе Черкехе, по идее, 15-16 из их тоже был по программе. 21, 2, 3 это государственный праздник республиканский. Из их Туймада. 23. Да, шикотливо. Шикотливо. Какую выбрать? Ладно, эфирное время не буду тратить на этот Маслов. Действительно, я в шоке. Из 51 участника 2 ножа в одном. 13 у нас четверг, ребята. Не получится. Четверг. Ладно, прикинем. К тому времени все будет видно. Можете как раз 20 сделаем. 20:00, как всегда. Спасибо, что были на этом канале. Новичкам привет. Испытывайте судьбу. 2 ножа отправляю завтра. И не только 2 ножа. На кону я еще отправляю шейник, поварской ножик, бадаи и одну кожу. Вот, и возможно, если оплатит хозяин, бычьим хвостом. Так что завтра очень много отправки у меня. Ребята, заказывайте. Заказы почти закончились. Буквально осталось, если считать, в одну руку. Вот. И у нас сегодня, нет, 20 ночью заканчивается сезон охоты на уток весенний. 21 будет уже лето, кукушка кукует, начнет куковать. Вот, наступлением лета, ребята. А потом, смотри, уже осень. И добрые люди уже начинают готовиться к осенней охоте. Вот, и всем, кто желает, хоть бадай, хоть хотгон, хоть батыя, вот переправу откроют. У меня там лежит на транспортнике газовый горн. Притащу и будем руками ковать батыю. Вот это по возможности сниму, как делается, тесты и так далее. Но это уже только в июне. А в июле, в середине уже 13 начнем сенокосить. До этого, ребята, успевайте заказывать. Заказывайте ножи в любом количестве, из любой стали. Сейчас наличие у меня. Так, наличие РВЛ 34, имеется в виду сталей. CPR, Neolux. Вот. И немножко СПМ. Так что будем изучать эти стали. Эти стали очень-очень хорошо себя зарекомендовали. Ну вот, Николай и скажет, что за как сталь такая, не такая. Раз знаем. А те заказы, которые из Эльмакса, делаем из Эльмакса. Они у меня буквально остались 6-9 штук. И все. Ну, если возможность будет, вернемся к этой любимой, можно сказать, такой легендарной стали. Эта сталь привезла мне немало побед и российском, на международных и российских выставках. Вот, так что очень уважаю. Будет возможность, приобрету. А те вырученные деньги, ребята, пойдут на стройку века. Как разон я вот дорогу и до Кузни засыпали. И там
На кузне 10 машин, по дороге 7, это 18 машин. Вот. И эта выручка как раз чуть-чуть, как говорится, 50-50 уже по нулям. За эту неделю, ребята, вы мне подарили буквально и дорогу, и засыпку кузни. Так что я вам очень благодарен. Очень благодарен. И очень благодарен тем людям, которые не участвовали, но не приобрели билетов. Таких людей мало, но они всегда поддерживают. Я им огромное за это спасибо официально еще раз передаю. Большое, огромное спасибо. Вот. И хочу сказать, той девушке, которой мы помогли, она стала чемпионкой России и второе место в Европе. Взрослых женщин, женских по шашкам заняла второе место. Сборная России. Девочка заканчивает школу, сейчас у нее выпускные и так далее. После этого, ну, надеюсь, летом мы встретимся, снимем небольшой роличек. Ну, я хочу спортсменов в одном месте собирать. Вот Александр, тот пацан, который мы помогли на операцию в Питер, он тоже должен приехать на встречу. Вот, и снимем, поговорим о жизни, о планах молодых людей. Ну, чтобы результат какой-нибудь. Посмотрим, есть, нет продвижения. Вот, ну вот. Июньской я не знаю, куда дену. Наверняка я, как так стройка идет, буду нуждаться остро в финансовой поддержке. Так что, ребята, охотно заказывайте. Заказывайте. Делаем и отправим. Вот, вопрос только, все зависит от вас. Вот. Больше мне сказать нечего. Еще раз благодарен. Спасибо всем участникам. Вы помогли лично мне. Вот этой компании. И вы через лет так 5-10 будем вспоминать этот эфир. Вы будете гордиться, что помогли стройке века. Мы начали засыпку за наш счет. Можете открыто говорить, что за наш счет построена засыпка кузни. Так и есть, ребята. Ладно, ребята, всем удачи. Еще раз удачи. И еще раз удачи. Как масло, Андрей.